дорогие друзья! Хаумагыгыз хурматлы дустар! Вас приветствует Межпоселенческий центр национальных культур Урал-Батыр. И с вами культ-организатор по сохранению и развитию нематериального культурного наследия башкирского народа Анжела Аубакирова. Предлагаем вашему вниманию лекцию по истории и культуре башкирского народа. И поговорим мы сегодня о башкирской юрте. Башкиры, как и многие кочевые народы Евразии, около половины своей жизни проводили во временных жилищах, самым древним и самым универсальным видом которых была юрта – тирмя. Традиционная юрта, как жилище у башкир, ныне не сохранилась. Ее можно видеть на башкирском народном празднике Сабантуй, а также в крупных музеях Башкортостана. Однако она бесследно не исчезла. Любуясь знаменитыми готическими соборами Западной Европы с их стрельчатыми сводами на ребрах, невольно задаешься вопросом, не юрта ли является их прототипом, так как в их конструкции много общего. Башкирская юрта поражает разнообразием способов изготовления. Переносная сборная юрта идеально соответствовала основному принципу полукочевой жизни. Все свое ношу с собой. Для перевозки этого сравнительно компактного и легкого дома требуется 2-3 верблюда или 3-4 лошади. Картина, когда женщина собирает юрту, схожа с картиной сотворения мира. Вначале устанавливается дверь, врата из одного мира в другой. Порог как граница между миром внешним и миром человеческим. Поднявшись в юрте в полный рост, человек вспоминал Аллаха, возносил купол своего дома и делал его окном в небо. Кочевничество – одно из наиболее ярких и своеобразных явлений в истории мировой культуры. Юрту, несомненно, можно отнести к числу важнейших достижений материальной культуры. Круглая форма стен устраняет патогенную, вредную для здоровья человека энергетику, характерную для строений с прямыми углами. В ней всегда чистый воздух. Эти и многие другие свойства юрты складывались в течение 2-3 тысячелетий. Устанавливали юрту поэтапно. Разобранную юрту башкиры вместе с имуществом перевозили во время перекочевых навьючных животных, преимущественно на лошадях. После того, как части жилища и утварь снимались с вьючных животных и определяли место, где будет установлена юрта, туда складывали имущество. Затем устанавливали в соответствующем направлении дверную раму и расставляли по кругу решетки, скрепляя их между собой и обвязывая веревками. После установки остова юрту покрывали войлоком, привязывая его к каркасу с помощью пришитых к углам волосяных веревок. Войлочные покрытия накидывали по определенному, издавна установленному порядку. Сначала юго-западную кошму, потом юго-восточную. Затем 2 другие набрасывали так, чтобы их края придавливали концы 2 первых. Самыми лучшими плотными кусками войлока покрывали стены и кровлю юрты с северной стороны для защиты от северо-западных ветров, чтобы дождевая вода не попадала на домашний алтарь. Величина юрты и цвет ее войлоков, покрывавших ее крышу, говорили о достатке ее владельца. Традиционно вход располагается с южной стороны юрты. Часть жилища с противоположной стороны считается главной и предназначается для гостей. В случаях, когда очаг выносится на улицу, на этом месте расстилается красивая скатерть, которой отводится роль стола. Вокруг нее раскидывались чепраки, мягкие подушки или тканевые подстилки. Очень важным элементом кочевого жилища всегда считался шаршау. Это занавес из плотной ткани, который делит башкирскую юрту на 2 неравноценные части – женскую и мужскую. Согласно обычаям народа, она всегда меньше и располагается неизменно по правую сторону от входа. Здесь хранятся предметы, необходимые для ведения домашнего хозяйства:
кухонная утварь, запасы еды, детская и женская одежда и прочее. Мужская часть, левая часть, размерами больше и всегда используется в качестве гостиной. По всей комнате вывешиваются красочные ковры, скатерти, полотенца и постельные принадлежности. Решетчатые стены закрываются не только узорными работами, но и снаряжение воина, украшенные национальными орнаментами. Здесь можно увидеть колчаны для стрел, футляры для пороха, подсумок для дроби и конскую упряжь. Почетное место для гостей урын располагается напротив входа. Здесь же размещается резной деревянный сундук на красивой подставке. На нем складываются самые ценные вещи – ковры, паласы, одеяла и подушки. Они бережно связываются узорной лентой, цветными орнаментами на красном или черном фоне. Многие владельцы частных подворий, имея современные благоустроенные дома, не отказывают себе в удовольствии поставить во дворе юрту, чтобы принимать в ней гостей, наслаждаясь традиционным уютом древнего жилища. И уж, конечно, ни один башкирский народный праздник Сабантуй не обходится без сооружения поселения юрт, способного принять всех дорогих гостей. Башкирская юрта, появившаяся тысячи лет назад, остается актуальной и сегодня. Небольшой вес, компактность, мобильность, всесезонность и унифицированность деталей в сочетании с невысокой стоимостью делают это жилище конкурентоспособным на рынке легких сооружений. Сейчас возрастает интерес со стороны предпринимателей, которые могут изготовить юрту на заказ. Также следует отметить низкую эксплуатационную стоимость. Установка и обслуживание не требуют от персонала высокой квалификации, а компактность является основой низких складских расходов при хранении. Спасибо за внимание. До новых встреч!